На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот каковы нынешние темы. Жить по-новому. Как по мобильной связи будет через сим-карту передаваться данные. Какие новые технологии испытают на себе новоселы Салават Куперен, узнал Рамиль Шайдуллин. Первые миллионы для садоводов. Давно ждали, и тут давно уже бьемся, как муха об стекло. Как государство будет инвестировать в садовое общество, узнавала Альбина Миневаева. В Старо-Татарской Слободе идет борьба за исторический объект. Мы считаем, что это капитальный ремонт. Мы были свидетелем того, что дом полностью снесли. Так был ли капитальный ремонт, разбирался Салават Мухаммадуллин. Дело дошло до суда. Мы предполагаем, где-то участков 10 было продано. Как бывший председатель распоряжался чужими землями, в материале Аделя Кламиц. Тревог не вызывает. Виталий Мутко остался доволен качеством газона и готовностью самого стадиона «Казань-Арена» принять матчи Кубка Конфедераций. Сегодня здесь вице-премьер страны провел совещание по подготовке к этому международному турниру. Напомним, игры пройдут этим летом в 4 городах страны. В Казани можно будет увидеть игры сборных России, Мексики, Португалии, Германии и Чили. В столице Татарстана к футбольным баталиям практически все готово. С последними штрихами помогут матчи казанского «Рубина». Они станут тестовыми соревнованиями. Хорошие отсеки для футболистов, хорошие условия для журналистов. То есть, в принципе, каких-то никогда этот стадион не вызывал тревог. Плюс здесь все-таки обученный персонал, и есть уже опыт работы, проведения футбольных матчей. Так что, в целом, еще раз скажу, Казань всегда выделялся в этом плане, к нему были всегда очень мало вопросов. Новый и дом, и технологии в нем. Сегодня ключи от квартир получают жители еще одного дома в Салават Купере. Он строился 2,5 года, и заселения ждали 250 человек. Отложить это событие на месяцы пришлось из-за внедрения новой системы учета услуг, полностью автоматизированной. С новоселья репортаж Рамиля Шайдуллина. В новой квартире светло, тепло и просторно. Хоть сегодня заезжай и живи. Наконец, Ткачевы готовы съехать от родителей. Ведь дождались и своей личной квартиры, пусть и через 6 лет. Как мебель, наверное, появится в течение месяца, я думаю, мы переедем, потому что ждали этого. Очень рада, что это есть. Тем более в садик нас уже приняли, старшего ребенка. Детский сад микрорайона прямо под окнами, рядом и детская площадка. Все для самых маленьких новоселов, а их немало. Вот у молодой семьи дочь и сын. Здесь будет детская кроватка, сыну, здесь дочери. Вильдановы следили за каждым шагом стройки, помнят и серые блоки, и огромные краны. Наконец дождались новых ключей и прочных стен. Пусть пока голых, зато своих. Приезжали, смотрели, все время мечтали. Вот Аллаха шакр, наша мечта сбылась. Мы очень счастливы. Гульзихан Яблокова устала от съемных квартир. Пожилому ветерану 92. Последние годы живет с зятем, когда дождется своей квартиры, уже не знала. Стройка отставала и отставала. Финальным штрихом была новая система учета энергии. Вот на ее установку и ушли месяцы. Вот они, новые технологии наглядно. Если жители старых домов списывают данные со счетчиков и заполняют квитанции сами, то здесь все цифры будут уходить без посторонней помощи, но пока через провода. Теперь в 13-м доме Салават Купере счетчики сами по себе. Все данные уходят на единый сервер, а оттуда придут счета на оплату. Но скоро информация будет не уходить, а улетать. Сейчас уже есть наработки беспроводной передачи данных, то есть будет общий сервер, и со всех домов, как по мобильной связи, будут через сим-карту передаваться данные. Эффективность подхода новоселы проверят первыми. Самый новый 13-й дом, пилотный во всем жилом комплексе. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Имя нового премьер-министра республики, возможно, станет известно в ближайший понедельник. 17 апреля пройдет сессия Госсовета. Здесь, на утверждение депутатов, президент Татарстана и может представить кандидатуру. Напомним, сейчас Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в США. Он вот прилетит, я надеюсь, в пятницу, может быть, в субботу. Уточняем сейчас из Соединенных Штатов Америки. Окончательно согласительные процедуры надо провести, он сказал. Это документ, который он сам подпишет и будет выступать на сессии с этой кандидатурой сам, как положено. Я думаю, определится днями.
Никакого нарушения регламента нет. В месячный срок укладываемся. Полиция задержала президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина. Чиновник стал новым фигурантом в деле о хищении средств по республиканской программе «Лизинг-грант». По оценкам полиции, предварительный ущерб по делу составляет 20 миллионов рублей. По делу проходит несколько человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Министерства экономики установили, что злоумышленники путем подделки документов по популярной программе поддержки предпринимательства получили незаконно субсидию в размере 1 миллиона рублей каждый. Полученные субсидии не направлялись на цели по развитию и созданию рабочих мест, а похищались с использованием реквизитов фирм. 500 миллиарда рублей на урожайный год. Впервые республика финансирует благоустройство дачных сообществ. Сейчас идет формирование списка. Дачники могут надеяться на хорошие дороги и инженерные сети. Правда, рубли придут только к самым активным. Критерии отбора у Альбины Минибаевой. Я езжу сюда очень часто и всю зиму строюсь. И мне очень важно, чтобы были дороги. Кто строится, а кто сеет. Хорошая инфраструктура садоводам и работать помогает. В начале сезона дачники молятся не только на хорошую погоду, но еще и ждут помощи, чтобы не только на себя надеяться. Самое необходимое для садовода – это вода. Без воды никак невозможно вырасти там овощи, фрукты, всегда надо поливать. Самое удобное место это было здесь, потому что все мои садоводы выезжают именно отсюда. В этом году садоводам республика решила помочь деньгами. 500 миллиарда рублей на развитие садов и огородов от республики. Деньги направят в Альметьевский, Тукаевский, Нижнекамский районы и пригород Казани, где больше всего любителей дач. По критериям отбора в новую программу попадут не все. Не менее 200 существующих и действующих садовых участков, отсутствие дороги, элементов электроснабжения, водоснабжения. Исключается также СНТ с постоянным проживанием. Но небольшие сады и огороды могут рассчитывать на программу софинансирования от Татарстана. Рубль от взносов дачников республиканский бюджет будет удобрять своим рублем. Грунтовые дороги без щебенки – то, что отличает любое садовое общество. Помимо этого, это еще самая затратная часть в бюджете. В садовом обществе Бирюли таких улиц 4, поэтому здесь за каждую государственную копеечку будут бороться. Председатель должен быть активным. Понимаете, когда я обзваниваю, вот некоторые говорят, да ладно, мы сами там, в общем, а некоторые просто даже не хотят в этом участвовать. Есть такие. Те же деньги мы бы по софинансированию, часть мы, часть государства, эти деньги пошли бы на внутренние электросети. Это большая проблема. Сейчас идет отбор садовых обществ, которым выделят финансы. Правда, председатели пока не активны. От них ждут инициатив. К 1 мая министерство обещает назвать счастливчиков. Альбина Минибаева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Высокогорский район. Одни вкладывают деньги в дачи, другие выводят. Сегодня Высокогорский суд начал рассматривать дело о мошенничестве в садовом обществе «Малиновый овраг». Председатель здесь продавал землю, не имея на это законных оснований. Присваивал себе ежегодные взносы садоводов. Аделя Коломиец из зала суда. По генеральному плану, должна здесь находиться непосредственно детская площадка. Вместо качели, песочницы, сорняки, а детские карусели здесь уже вряд ли появятся. Землю в 7 соток, которая принадлежала садовому товариществу, продали. Причем так произошло и с несколькими другими участками. Это было поле, государственная земля. Здесь пшеница росла. Теперь вместо пшеницы выросли коттеджи с высокими заборами и неразговорчивыми хозяевами. Дома в поселке растут как грибы, говорит председатель садового товарищества. В прошлом году решил проверить, все ли чисто. Результат поверг в шок. По его словам, львиной долей земель здесь распоряжается бывший председатель садового общества. Он эту землю присоединил к Малиновому оврагу и потом продал ее. Со слов нынешнего председателя, так бывший управленец поступил с десятком участков. По некоторым прокуратура Высокогорского района провела проверку и установила, земли сначала отошли жене бывшего председателя Владимира Орлова, а уже она их перепродавала. Всего в садовом товариществе «Малиновый овраг» около 300 участков. В основном люди приезжают сюда летом, но есть и те, кто живут круглогодично. Таких здесь около 10 человек, и один из них это как раз-таки и есть бывший председатель товарищества. Сегодня он не дома, а в суде. Владимиру Орлову предъявлено обвинение по статье мошенничества. Сегодня первое слушание съемочной группе. Заснять процесс не удалось. Сам судья съемку разрешил, а вот обвиняемая сторона была против. Я категорически против. Оператор разгуливает по залу.
Съемочную группу попросили удалиться. На процессе не было и свидетелей. Их не пригласили, но они все равно пришли к суду. Садоводы намерены идти до конца и добиться наказания для бывшего руководителя общества. Аделя Коломиц, Андерсен Тальцев, ТНВ, Высокогорский район. Капитальный ремонт или капитальная стройка. В арбитражном суде исполком Казани требует снести постройку в центре города. Но интрига даже не в этом. Главное здесь, что спорное здание – это исторический объект. Его собственник утверждает, что всего лишь отремонтировал. Город же настаивает, это была полная перестройка. Искал грань между ремонтом и реконструкцией Салават Мухаммадуллин. Это здание на Каюма-Насыри и стало камнем преткновения Казанского исполкома и собственника исторической постройки. На фотографиях видно, насколько его облик менялся после так называемого капитального ремонта. Исполком называет это не ремонтом, а строительством абсолютно нового сооружения. Увеличилась и высота, и появился цокольный этаж. Данный объект построен с массовыми нарушениями. Исполнительным комитетом города Казани в арбитражный суд направлено исковое заявление о признании объекта самовольной постройкой и ее сносе. По словам заявителя, изначально это здание занимало 124 квадратных метра. Сейчас даже невооруженным глазом можно определить, что эта площадь увеличилась в разы. На это у ответчика, владельца исторического объекта, свои доводы. По его словам, новые квадратные метры появились из-за новой процедуры их расчета. Из документации у них все в порядке. Мы считаем, что это капитальный ремонт, который не требует получения разрешений. Есть проект, есть согласование фасада здания с внешнего вида с главным архитектором города или района. Города, да. То есть мы вообще не понимаем, в чем тут проблема. Ищет истину в этом деле сейчас Фемида. При этом на стороне исполкома выступают те, кто хранил историческое здание до его передачи в частные руки. Ведь главным условием при продаже исторического объекта всегда является сохранение его целостности. Мы были свидетелем того, что дом полностью снесли. То есть это, наш интерес в том, что они полностью поменяли облик этого здания. Мы его хранили. Внести ясность в это дело должна судебная экспертиза. Ближайшее заседание запланировано на 21 апреля. Мы будем следить за развитием событий. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем пойдет речь далее. Вот уже 100 лет им всегда есть что рассказать. Планерки на самом высоком уровне обсуждали наши тексты, и у кого-то чуть ли голова с плеч не вылетела. Как свой юбилей отпраздновала газета «Республика Татарстан», увидел Дмитрий Аринин. Неврология от теории к практике. 70% обращающихся в больницу составляют с болями в спине. Какие болезни находят даже у школьников? Лина Зинатуллина. Уже 100 лет им есть что рассказать. Сегодня вековой юбилей отмечает самая тиражная, или как ее еще называют, главная газета республики – «Республика Татарстан». Свои поздравления журналистам сегодня адресовали Рустам Минниханов, Минтимир Шамиев и многие поклонники издания. В чем кроется такая любовь к газете, пытался узнать Дмитрий Аринин. Можно здесь оставить, а сюда поставить дальше. И в свой вековой юбилей верстку никто не отменял. В центре внимания сегодня вкладыш своего первого печатного облика. В 1917 году это был «Рабочий». Потом главной газетой республики именовалась «Известия Тацика», «Красная Татария», «Советская Татария» и, наконец, «Республика Татарстан». Одни из последних, вот, например, «Почему буксует льготное кредитование». Фарида Якушева здесь уже 10 лет своими статьями подстегивает наше сельское хозяйство. Вот сколько раз бывало, напишешь, и потом звонят, что вот на планерке на самом высоком уровне обсуждали наши тексты, и у кого-то чуть ли голова с плеч не вылетела. За газетный век накопилось и немало интересных историй. Так выходец из Красной Татарии фотокорреспондент Виктор Тёмин сделал уникальный снимок красного знамени над Рейхстагом. И чтобы побыстрее опубликовать его, уговорил экипаж личного самолета Георгия Жукова улететь в Москву. Когда Жуков узнал об этом, он приказал арестовать журналиста. Но когда тот вернулся в Берлин со свежим номером газеты «Правда» и тем самым снимком, Жуков издал новый приказ – наградить Тёмина боевым орденом. Быть таким оперативным и, главное, мудрым источником информации и называют главные принципы газеты. Сегодня коллективу издания Фарид Мухаммедшин вручил благодарственное письмо Госсовета. Вступая во второе столетие нашей деятельности,
Постараемся, чтобы газета была еще более качественной, более интересной, более современной, более востребованной. Такой трудовой коллектив, который сохраняет бережно, передает преемственно все ценное, накопленное годами, это тоже уникальное богатство нашей республики. Весь коллектив газеты сегодня поздравили и лично. Здесь очень профессиональные, очень талантливые, интересные люди работают. Мой рабочий день начинается с вашей газеты. Я думаю, что пусть будет всегда так. Это та самая вот когорта людей, которые пишут историю современности и которые своими материалами на эти скрижали заносят, я бы так сказал, бессмертные строки. У газетчиков всегда остается вот этот труд, понимаете, вот эта книга, эти фолианты, которые можно потом перелистывать. Такой юбилей в редакционном кругу — это только начало празднования. Республика Татарстан обещает устроить и легкоатлетическую эстафету, дни газеты в районах и широкое торжество в День печати. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Депрессия становится распространенным диагнозом, а суициды не единичны. Как бороться с этой бедой 21 века, сегодня говорили более 200 врачей-неврологов со всей России. Какие болезни находят даже у школьников, расскажет Лина Зинатульевна. 15 минут, чтобы заглянуть в глубины человеческого мозга. Цель неврологов – не мудрые мысли, а сосуды, ткани и нервы. На мониторе голова пациента виртуально в виде тончайших слоев, чтобы точно не пропустить патологию. Рассеянный склероз, опухоли, аневризмы – обо всем этом больной может даже не подозревать. А вот современная диагностика выявит. Причем врачи отмечают – неврологические расстройства заметно молодеют. Неврологи в один голос жалуются на малоподвижный образ жизни и постоянную загруженность по работе у современного человека. Эти проблемы врачи всего Приволжского федерального округа обсудили на научной конференции. Сейчас большинство пациентов-неврологов не пожилые, а люди среднего возраста, но в зоне риска даже дети. Даже мы в школьном периоде у многих мы выявляем причины возникновения дегенерации нервной системы, то есть рассеянный склероз. И мы их начинаем лечить. Если их не лечить и в свое время не назначить, то они становятся инвалидами. Проблем немало и достижений. Кафедра неврологии Казанской медакадемии – одна из ведущих в стране. Путь от теории к практике налажен. У ученых 4 собственные клинические базы, в том числе Республиканский неврологический центр. Помощь кафедры просто неоценимая. Потому что очень много случаев таких, когда просто врачу, сидя на приеме с большим потоком, сложно сориентироваться. У нас всегда есть возможность обратиться к старшим товарищам и созвать консилиум. Как говорят на кафедре неврологии, наука без практики просто демагогия. Диссертации выпускников не пылятся на полках. За 20 лет работы кафедры десятки разработок уже внедрили в российские клиники. Лена Зинатульевна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Пошли в лес, чтобы спасти лис. Ветеринары Отнинского района объединились с местными охотниками и отправились на вакцинацию лис от бешенства. Как выглядит вакцина и с чем ее едят, разбирался Сергей Хайдаров. Мутные глаза и полное бесстрашие. Лиса, зараженная бешенством, может не только напасть на человека, но и прийти к нему в дом. Ты посмотри, не лезь, дайте. Еще на нас кинется. Такое поведение больных животных – прямая угроза. По мнению ветеринаров, спасет шоколад. Так специалисты называют подкормку с вакциной внутри. Название из-за внешнего сходства с шоколадным батончиком. Однако состав не так привлекателен. Там жир, и внутри находится ароматизатор, и внутри находится капсула от бешенства. В этом году вакцинация от бешенства охватит 40 тысяч гектаров Отнинского района. Кроме лис, такая прикормка интересует еще и других животных. Среди всей разбросанной вакцины съедается 70%. Оставшийся в лесу шоколад ветеринарам и охотникам придется собрать. Это не экономия, а безопасность. Человеку такая шоколадка здоровья не прибавит. Всего в Отнинском лесу окажется 8 тысяч доз вакцины. Такие меры уже позволили снизить количество бешеных животных с 317 до 2. Это за 2 года вакцинации. И хотя больных животных меньше, по повадкам их узнать несложно. У них это взъерошенное бывает, это шерсть, глаза помутнение и слюни текут. Вот такие. Такая лиса может легко напасть, да, на человека? Легко напасть на человека и на дорогу может выйти. Весенней вакцинацией местные ветеринары не ограничатся. Следующее пройдет уже этой осенью. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Отнинский район. А нашу телекомпанию сегодня посетила лесная жительница сова. Сегодня прилетела на улицу Шамиля Усманова и обосновалась на дереве во дворе ТНВ. Что привело ночную хищницу к людям, непонятно, ведь, как правило, совы днем ведут пассивный образ жизни.
К другим новостям. Кому достанется «Золотая маска»? Главный вопрос, который волнует сейчас российских театралов. На высшую премию претендуют и 2 татарстанских театра. Московские зрители уже увидели постановку «Челнинцев». Что говорят в кулуарах фестиваля о шансах татарстанцев на победу? Об этом репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Мотивами татарской легенды в этот вечер был околдован Московский театр кукол. Челнинские творцы впервые привезли в столицу свой спектакль «Сак-сок» в рамках фестиваля «Золотая маска». Спектакль очень необычен. Чрезвычайно выразительные куклы, среди которых Габдулла Тукай, другие писатели, поэты и тут же «Падший ангел». Философская постановка «Сак-сок» целиком на татарском языке. Особая, ассоциативная, музыкальная. Мне было очень интересно поработать над этим спектаклем. Необходимо было прочувствовать вот это все. Татарское сказание о братьях Саки и Соки, проклятых матерью и превращенных в птиц, звучит сквозь действо на сцене постоянно. Спектакль Челнинского театра кукол уже участвовал в 2 фестивалях, завоевал профильную республиканскую награду. И вот новый этап – «Золотая маска». Это большое испытание, проверка нас. И это, я думаю, наши первые такие скромные шаги в этом направлении. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Всего 40 минут длился спектакль. Зрители выходили из зала полные впечатлений. Настолько эмоционально воздействующего театра, как мы увидели сегодня в этом коротком, маленьком, на каком-то очень таком важном спектакле, конечно, нам вот это произвело огромное впечатление. Хочется размышлять, вспоминать этот спектакль. Российская национальная театральная премия «Золотая маска» ежегодно присуждается лучшему спектаклю, режиссеру, хореографу, дирижеру, художнику и, конечно, актерам. 19 апреля в Москве будут объявлены лауреаты фестиваля конкурса «Золотая маска». Челнинский театр заявлен сразу в 3 номинациях. Лучший спектакль театра кукол, режиссерская работа художника. Судя по тому, что говорят в кулуарах фестиваля, у челнинцев весомые шансы на победу. А уже завтра столичный зритель увидит еще одну татарстанскую работу – музыкальный спектакль «Из глубины» от казанского ТЮЗа. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Москва. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». Какую новую схему внедрили мошенники? Все подробности через несколько минут. Далее выпуски о спорте и о погоде. И до встречи в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. «Шевроле Нива» – надежный внедорожник с постоянным полным приводом, созданный для самых сложных дорожных условий. Успейте обменять свой автомобиль в Кан-Авто на новый «Шевроле Нива» с выгодой до 60 тысяч рублей. Кан-Авто. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Оплати и выиграй главный приз iPhone 7. Татэнергосбыт проводит акцию для потребителей. Подробности на сайте tatenergosbyt.ru. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292 66 77. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре Марка. Звоните 4 пятерки 3 единицы. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Вы бы видели, сколько бабуля вкусной из пятерочки привезла? Вы бы видели, сколько там еще осталось? Ого! Шоколад Аленка в ассортименте 100 граммов по 49 рублей. Пятерочка выручает! Гранитный памятник с оформлением за 8900. Данила Мастер. 202 38 32. Только до конца апреля. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 90 тысяч рублей. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус».
20-й фестиваль «Страна поющего соловья» Фонда духовного возрождения Рухи от компании «Татнефть» приглашает на гала-концерт. Ждем вас 17 апреля в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в городе Казань. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Сегодня Олимпийская сборная России по хоккею начинает серию товарищеских матчей. На игру со сборной Франции отправились и два представителя казанского Акбарса — Владимир Ткачев и Эмиль Гарипов. А в КХЛ интрига возрастает. Питерские армейцы вышли вперед в борьбе за Кубок Гагарина. СКА в тяжелейшем матче обыграл «Металлург» благодаря голу Додонова во втором овертайме. Противостояние Востока и Запада обещает быть увлекательным. На домашней арене магнитогорцы смогли сравнять счет в серии. Однако в северной столице вновь перехватили преимущество. Основное время матча завершилось в ничью. На гол Зубарева во втором периоде точно ответил Казионов. Для выявления победителя командам понадобилось 2 овертайма. 93-я минута матча и гол Евгения Додонова приблизили СКА к заветному трофею. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге завтра. Мы вроде не так плохо играли в защите. Не так много, скажем так. Бывали моменты, что нам опасно. Давали моменты. Значит, плохо вратаря открывали, может, плохо бросали. Надо лучше бросать, идти на ворота, и тогда будут голы. Продолжаем тему. Все лица альметьевского хоккея на одной ледовой площадке. Юго-восток республики торжественно и красочно закрыл очередной спортивный сезон. На встречу с земляками приехали воспитанники местной хоккейной школы, ведущие игроки Акбарса Артем Лукаянов, Василий Токранов, а также известный хоккеист Рафик Якубов. После чемпионского сезона хоккей в Альметьевске определенно поднялся на новый уровень. И пусть в этом году «Нефтяник» не повторил прошлогодний успех, но местные болельщики всегда рядом с командой. В рамках мероприятия прошли эстафеты, конкурсы на точные броски, самые эффективные буллиты. Завершилось все товарищеской встречей между командами «Нефтяник» и со сборной болельщиков республики. Итог матча традиционный в таких случаях – боевая ничья 5-5. С большим желанием еду сюда поиграть, во-первых, для болельщиков. Ну и так сказать, продлить хоккейный сезон, чтобы повеселить болельщиков еще раз, так родных увидеть. Много знакомых пришли сегодня. И как сказали уже, что почаще нужно делать такие встречи, игры, и хоккей будет еще больше в Татарстане. Успешно для татарстанской школы стендовой стрельбы начался розыгрыш командного первенства России среди юниоров до 20 лет в Адыгее. В первый день соревнований наши спортсменки трижды поднимались на пьедестал почета. Командный турнир принес первое и третье место. Сборная республики также на вершине. В составе команды чемпионками стали Алина Фазалзянова, Зиля Батыршина и Екатерина Комарова. В общей сложности наши спортсменки на 2 точных выстрела опередили соперников из Липецкой области и на 22-ю команду Татарстана. В составе дубля бронзовыми призерами первенства России стали Юлия Пичко, Елизавета Егфрафова и Регина Шакирова. Еще одну награду высшего достоинства в рамках личного турнира выиграла Алина Фазалзянова. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде в ближайшие несколько минут. Завтра дневные температуры по Татарстану вновь устремятся вверх. Местами пройдут дожди. По данным сервиса Яндекс.Погода, 14 апреля на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево облачно, без осадков. Ночные температуры +2. Днем столбики термометров покажут 12 градусов выше нуля. На северо-востоке также пасмурно, днем местами возможен небольшой дождь. Ночью +3, днем воздух прогреется до 13 градусов. На севере Татарстана переменная облачность, местами с дождем. Ночью до 3 градусов тепла, днем +12. На северо-западе, в Арске, Кукмаре, Балтаси облачно с прояснениями. Вечером местами пройдет дождь. Ночью до 5 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +14. На юго-западе республики также облачно с прояснениями. Днем местами пройдет дождь. Ночью +5, днем будет очень тепло, +17. Для жителей центральных районов Татарстана 14 апреля будет теплым и без осадков. Ночью +3, днем около 13 градусов выше нуля. В последующие дни дневные температуры вновь понизятся, не обойдется без осадков.
Завтра в Казани переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ночные температуры +5, +7, днем 12-14 градусов тепла. Ветер южного направления порывистый, до 11 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.